Добрый вечер. Сегодня 19 марта 2024 года, 23-й стрим платформы открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 19 марта 2024 года. Сегодняшняя тема у нас «Все, что противоречит международному праву и Конституции Чеченской Республики Ичкерия, не имеет юридической силы». Сейчас мы ждем Аяда Идигова, который к нам сейчас должен подключиться. Ага, сейчас мы включим еще платформу диалога. Один момент. Начать трансляцию. Наш стрим вещает на платформе Telegram, на странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, а также в YouTube на канале Reality, на нашем канале. Друзья, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Ждем Аяда. Так. Так, пока ждем. Друзья, пишите ваши комментарии. Сегодня мы сможем задавать вопросы. Это единственная легитимная власть Чеченской Республики Ичкерия. Не только просто легитимна она, что она избрана народом, и в наш президиум входят все ветви власти, судебная, законодательная, исполнительная. Но также это люди, которые стояли у истоков нашего государства. Это соратники Джохара Дудаева, близкие соратники. Наше государство, Чеченская Республика Ичкерия, оно имеет президентско-парламентскую форму правления. Но в связи с тем, что Джохар Дудаев был незаурядной личностью, великим человеком, без преувеличения, можно сказать о нем, так, можно сказать, что она была тогда президентской, так как у нас была война, российская агрессия. Как вы видите, как на меня возводят ложь, на обычного правозащитника, обычного блогера. В 1000 раз больше ее возводили на Джохара Дудаева. И когда началась война, чеченцы, которые стояли, как некоторые верили, что Джохар Дудаев заслан, он как бы российский шпион и так далее. Но когда началась война, были деятели, такие как Доку Заугаев, бывший председатель Чеченской Чечено-Ингушетии, были Беслан Гантемиров, ярые патриоты, защитники чеченцев, и все это казалось, что они такие. Потом, когда началась война, все поняли, что именно Джохар Дудаев стоит на защите нашего государства и нашего народа. И даже те, кто были, так называемая оппозиция назывались те люди, эти люди стали рядом, некоторые из них стали рядом с Джохаром Дудаевым, сражались, гибли и добились победы над фашистской Россией. И Аяд Идигов был председателем, один из сопредседателей, нынешний сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Аяд Идигов был председателем парламента Чеченской Республики, то есть одним из руководителей одной из властей Чеченской Республики Ичкерия.
Аяд и Дигл и такие, как он, люди, это редкой пробы люди. Это люди, которые бессеребренники, это люди идейно преданные делу, верны своему народу, своим принципам. И сейчас, я надеюсь, мы его все увидим и все поговорим. Давайте я ему позвоню, потому что, может быть, по какой-то причине он еще не зашел. Я ему уже отправил ссылку. Алло, Аят, вот что это такое? Гудки идут, и у него слышен звонок. Ну как это такое бывает? Как такое бывает? Аят, Аят, вахеш шуонсо. Я не понимаю, почему. Так, Аят, вахеш шуонсо. Аят, хезионсо. Ты принял... вот, не включал я. Аят, дедик дует сюжди кёля, Аят. Ассаламу алейкум. Аят, ты принял в Телеграм, а не в YouTube. Я тебе в YouTube ссылку отправил. Мы все тебя ждем в YouTube. Ну, видишь, у меня тут что-то там по этому... Ты тут мне Телеграм прислал ссылку, так? Да, а потом я тебе на YouTube прислал. Уже у меня идет, я сейчас в эфире прям сижу. Мы с тобой в эфире. Да. Не знаю, нажимал сюда, он что-то не открылся, поэтому я туда пошел. Угу. Просто тебя тут... Так, тогда придется... Здесь ты на WhatsApp послал мне, да? Да, тебе надо с телефона войти, с телефона. Надо с телефона войти, да? Да, не с компьютера, с телефона, да. Так, я сейчас это уберу, еще раз посмотрю. Все, давай ждем. Я уже анонс сделал. Пока вы говорите, Да. Давай. Я пока, да. Давай. Так, я могу один раз уже. Так, друзья, немножко возникли технические затруднения, скажем так. Это бывает. Техника есть техника. Мы особо в этой технике не разбираемся. Так. Сейчас Аят подключится. Я вас выведу сейчас на экран, чтобы у меня был доступ к вашим комментариям. Друзья, вы можете задавать комментарии, я вам Аяда представил. Можете задавать вопросы. Сегодняшний наш стрим, как я уже сказал, называется «Все, что противоречит международному праву и Конституции Чеченской Республики Ичкерия, не имеет юридической силы». Здравствуйте. С Таджикистана. Салам алейкум. Алейкум салам, Таджикистан. Расскажи нам о Хамзате Гилаеве. Роман Сангулашвили. Роман, у нас сейчас стрим не мой стрим, а сегодня стрим, сейчас, в данный момент стрим информационно-аналитического центра Президиума правительства, поэтому я не буду сегодня, я уже сегодня наговорил, Шамилю, алейкум. И завтра я вам отвечу на все вопросы, которые смогу вам ответить. Давайте завтра, друзья. Сейчас мы дождемся Аяда. А так вы пока можете писать комментарии. Про Гилаева пока Аяда нет. Я пару слов могу сказать. Наш герой
герой чеченского народа. Искренний, верный сын своего народа. Ну что, друзья, будете писать комментарии? Я могу, в принципе, вывести и в ТикТок. Просто если я выведу в ТикТок, то я уже не смогу в Телеграм вывести, потому что у нас в Телеграм сейчас идет как раз. Ну, а я еще не вышел оттуда. Извиняюсь за технические накладки. Каждый стрим, к нам добавляется, каждый стрим наш где-то в среднем 1000 подписчиков. 500, 700, 1200, 1300 за сегодняшний стрим добавилось, около 1300. И я всех приветствую, друзья, новых наших зрителей, наших подписчиков. Наш канал запрещен на территории фашистской России. Я сам объявлен иноагентом, террористом, бандитом, экстремистом и кем только возможно. И я этим считаю, что я делаю правильную работу, потому что если бы меня эти террористы и мерзавцы и негодяи не объявляли бы меня иноагентом и террористом, то я бы посчитал, что я делаю свою работу неправильно, не до конца хорошо. Поэтому, друзья, перед вами самый что ни на есть настоящий террорист. Самый настоящий террорист. По версии ГИБНИ, по версии террористического учреждения ФСБ, конечно, друзья. Конечно, друзья. Ну что? Что там, Аня? Аня пока не заходит. Ну как это-то? Так, Аят не может подключиться пока. Какие-то сбои. На самом деле, если вы занимаетесь настоящим делом, если вы настоящий враг ФСБ, враг фашистской империи, то у вас возникают и с техникой проблемы, и с проведением стрима проблемы, и то, что вот комментарии заходят, как будто вот они на старте сидят, ждут, пока мы включимся, чтобы начать нам писать всякие гадости. И, ну, это очевидно просто. И знаете, то, что мне часто говорят: "А с чего ты сделал, а чего ты добился? Вот ты 5 лет тут сидишь, что-то рассказываешь". На самом деле, может быть, я ничего и не добился, но я как показатель того, вот мой канал, моя деятельность, та атака, которая на меня производится, это очень такой яркий показатель, чтобы сравнить с другими. Это тоже очень показательно. По крайней мере, минимум то, что я сделал, я показал альтернативную
сторону тех симулякров, которые они создали. Поэтому наш канал так и был назван. Реалити, реальность. Давайте я вам расскажу, как я назвал этот канал реальностью. С английского реалити – это реальность. Это моя реальность, которую я вижу и которую я пытаюсь донести до своих людей. Была такая девушка по имени Амина Акуева. Она погибла в Украине, сражаясь за свободу Украины против имперской России. И мы с ней переписывались. Это супруга Адама Асмаева. С Адамом, с Аминой мы переписывались. И в Фейсбуке. И ее очень ее задело то, что такая была передача, куда собрали бывших чиновников, бывших там, силовиков Ичкерии, собрались коллаборанты на телевидении и назвали эту передачу, программу целую «Иллюзия». Иллюзия. То есть они хотели сказать, что Ичкерия – это иллюзия, что это фейк, что это… Они хотели нас убедить в том, что весь чеченский народ сражался, выбирал президента, в парламент, сражался, гиб, переносил тягости обманутым. КГБшная агентура, ГРУшная КГБшная агентура, которая очень сильно испугалась, что мы их всех зачистим, а мы, как гуманные, высоконравственные люди, не зачистили их. Мы их пощадили, простили. И потом они очень испуганы были, и когда их уже российская власть пришла, нас всех убила, они начали всячески вытравливать из наших мозгов, из мозгов нашей молодежи, и у себя, наверное, себе тоже они это внушали, что это все был обман, фейк, не было этого. И они назвали это иллюзией. И Амину это очень сильно задело, я помню, как она переживала. Вот, а те сидят и несут такую ерунду на своих этих каналах. И ее это очень так задело. И она переживала. А у меня было несколько каналов. Я открывал один канал, мне блокировали его. Я лицо не показывал, делал ролики, выкладывал. И я подумал, вот иллюзия была названа. И очень удачно они придумали это название, потому что все, что они говорили, это на самом деле была иллюзия. И я подумал, что я сделаю реальность, и я буду говорить правду. Мне нравятся одни строки, очень нравятся, очень запомнились строки из Корана. «Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель». Мы все знаем, что ложь рано или поздно появляется, проявляется, выявляется. И я на себе это знал тоже прекрасно, потому что врать я умел отвратительно, и всегда, когда я где-то что-то еще с детства, со школы где-нибудь, если я солгу, обязательно это становилось достоянием окружающих. И вот я подумал, что если я буду говорить правду, то я смогу донести эту правду максимально до людей, несмотря ни на что. А в то время выйти и показать лицо, не было вообще никого, кто показывал лица, только их агентура могла. Были их старые, которые наши боролись, продолжали бороться, уже известные, засвеченные. И все, и больше на этом все заканчивалось. В итоге, вот так я и назвал канал, запустил и продолжаю в том же духе делать. Так, давайте включим аяды, посмотрим, что тут происходит. Я сейчас выключу так компьютер, давай совсем. Давай. Так, аят. Меня слышно? Все. Да, слышно. Муса, ассаламу алейкум. Сюрдик, он, по-моему, выключился аят. Выключился. Да, ну зависло, может быть, просто мягче.
Так. Ну что, прямой эфир АУ. Ждем, пока Аят подключится. Ну, окей, опять какие-то технические проблемы. Продолжая про свой канал, как я это все начинал. Я здесь ходил на митинги, еще это было, наверное, 16-17 год, это может быть был 18. И мы призывали помочь Украине. Мы выходили с плакатами, говорили там, в таком-то году Ичкерия, потом Грузия, Сирия, Украина. И вопросительный знак, когда Евросоюз, когда Европа будет подвергнута атаке России. По-моему, 17 или 18 это год, наверное, был. Да, еще раньше, наверное, или 18. Но, короче говоря, меня спалили. Здесь у нас здесь агентура живет, российская, ГРУшная, ФСБшная. И я прятал лицо. Я пытался не светиться, там, как мог, прятался. И один из людей, которые доносят информацию туда, они приехали, посмотрели, и я увидел, что они меня увидели. После этого я подумал, ну что теперь уже скрываться, если уж засвечен, теперь они знают, кто я, можно уже открыто делать. С тех пор я начал уже открыто уже проводить стримы. Сперва в чат-рулетку зашел пообщаться, набраться опыта, так сказать. Ну и вот потихонечку продолжали в том же духе. Как-то так, друзья. Сейчас и была такая ситуация была, что лица показывать там террор, убийства, кадыровские, ну кадыровских нет, ГРУ и ФСБ орудуют здесь в Европе. Кадыров это прикрытие, это только ширма. Вот, Аят идет. Потом поговорим, завтра в стриме поговорим. Опа. Алло. Ассаламу алейкум, Свирдикер Аят. Мы заждались тебя. Валик салам. Тебе что-то у меня не получалось здесь. Потому что ты в Телеграме, наверное, был. Нет? Да, ты прислал Телеграм, я туда вошел, а сюда я как-то не мог войти из Галарсон. Это Юля Лишу передача? Да, передача идет, ну я уже 23 минуты в эфире. Так. 24 уже, ждем, да. Ждали тебя, все, мы рады тебя. Я уже анонс сделал, передача 23 стрим. Ага. Приветствуем тебя, уважаемый Аят. Я вас приветствую тоже. Есть люди, да? Есть? Да, сейчас нас смотрят 39 человек, 8 в Телеграм и 39 в YouTube нас смотрят. Хорошо. Почему зависла цифра? Нашу тему повтори тогда. Значит, ну я знаю. Все, что не противоречит международному праву и Конституции Чеченской Республики Ичкерия, не имеет юридической силы. Да, это верно, эта тема. Но мы почему выбрали такую тему? Во-первых, всех приветствую. Извините, что я вот не смог войти по телефону сюда. Как-то запутал я это все, или я сам. Значит, тема такая выбрана потому, что мы можем здесь говорить практически о любой, как говорится, вещи и любом вопросе, который мы поднимем в рамках международного права и в рамках международного, так сказать, сегодняшнего положения. И также в соответствии с нашей Конституцией, что касается по поводу Чеченской Республики Ичкерия, ее оккупации, России, которая вот так вот сегодня ведет себя по всему миру.
и пытается вот делать то, что она делает, как мы все знаем. Но первое, что хотелось бы сказать, что мы должны все понимать, что в мире действует международное право. Мы об этом много говорим, и многие вот наши, особенно чеченские, некоторые наши люди говорят, зачем нам это международное право, зачем в нем нам заниматься, они нас не поддержат, и мы не будем. Но это заблуждение, которое касается того, что как раз-таки выгодно нашему врагу, Кремлю, который оккупировал нашу страну. Поэтому нельзя так говорить, я что хочу сказать, так говорить нельзя. Почему? Потому что даже сегодня Россия, которая вот ведет себя такая мощная, огромная страна, она сегодня тоже говорит, что она по каким-то правилам действует. Она участвует в Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности, и там пытается по этим правилам отстоять то, что она делает. Вот эти незаконные дела, она пытается там даже вот отстоять, говорит, что мы это поэтому. То есть оправдываться. А мы говорим, это нам не надо. Почему это говорят? И по нескольким причинам. Первая причина, что люди не понимают, что это такое. Второе, потому что поддаются разной агитации людей, агентов влияния Кремля, которые есть среди нас. Ну и, естественно, они есть и по всему, так сказать, миру, ведут такую работу. И третье, потому что целенаправленно эта работа ведется агентами влияния и самим Кремлем, конечно, через своих агентов влияния по всему миру. Ну вот теперь скажем о том, почему вот Чеченская республика, которая создала свое государство в 1991 году по всем нормам современного международного права, и, значит, после этого мы приняли свою конституцию в 1992 году, 12 марта. Нас признала Грузия, потом, значит, нас признала, сейчас будем говорить, там другие страны не будем говорить, скажем, значит, Украина. И вот в этой ситуации, как же нам вот все в этом разобраться? Дело в том, что если вот такая вот ситуация складывается, и мы создали свое государство, а есть люди, которые говорят, что нам это не нужно, на самом деле мы должны тогда поставить перед собой вопрос. Но если нам не нужно это международное право, о чем это говорит? Что хотят эти люди, которые этим занимаются? Значит, в первую очередь, если мы так говорим, значит, это говорит о том, что созданы нашим народом по современному международному праву наше государство действительно якобы является частью России. Люди не понимают это, видимо, скорее всего. Во-вторых, это потому, что другие говорят, нам это не нужно, мы построим свое государство. А как вы построите свое государство? Вы что, находитесь на другой планете, можно спросить, где другие международные права? Мы находимся на планете Земля, и то, что сегодня есть в мире, оно действует по всему миру. И в соответствии с этим, значит, принимается решение в высших, так сказать, государственных собраниях, которые бывают G20, G7, ООН, Совет Безопасности и разные другие международные организации. Нам придется, если мы хотим сохранить свой язык, территорию, культуру в будущем, нам придется говорить именно с точки зрения международного права. Это один из важнейших ресурсов, который есть у нас для того, чтобы сохранить свое лицо и то государство, которое мы создали. С другой стороны, то, что мы создали это государство, это говорит о том, что и другие народы мира могут также создать свои государства в тех условиях, которые есть, скажем, сегодня в мире. А какие это условия? Условия такие, что по международному праву все народы мира имеют право на свое государство, но эти все народы, практически, скажем так, находятся в составе
скажем, 203 или 202, сейчас я точно не скажу, государств мира. То есть они должны выйти из этих государств. Если они из этих государств не могут, скажем, выйти, то есть если они хотят выйти, то они должны проявить в этом смысле свою волю, то есть заявить о том, что они могут это разным способом провести референдум или провести съезд народа какой-нибудь свой и заявить о том, что они хотят выйти из этой страны, любой страны. И если страна, в которой они находятся, дает им разрешение выйти из этого государства, тогда только с точки зрения международного права этот народ имеет право создать свое государство. Так теперь вот что скажем о нашей республике и тех республик, которые вышли из-за бывшего Советского Союза. Почему бывшие? Потому что Советский Союз как государство исчезло, и все республики, которые назывались в составе СССР, их было 35 в начале, 3 республики, скажем, освободила, значит, признала независимость именно власть СССР сама, и после того, как власть СССР исчезла в 1991 году, в декабре месяце, с тех пор все оставшиеся 32 республики, это 32 народа, хотя народов там гораздо больше, но вот те, которые обозначены были как республики, которые не являются частью, то есть членами Организации Объединенных Наций, они оказались в международном правовом поле, и в связи с тем, что есть закон, который говорит, то есть принцип, который говорит о том, что все народы имеют право на самоопределение, а вот тот вопрос о том, что кто-то должен дать, эта страна должна им дать это разрешение, этот момент исчез, и на территории бывшего Советского Союза могли образоваться 35 государств, 3, которые создал, скажем, Балтийский вот этот вариант, так, Советский Союз, который признал, и оставшиеся 32 республик, которые оказались в международном правовом поле. Чеченская республика прошла вот эти все этапы, значит, создала свое государство, значит, заявила о том, что есть государственный суверенитет принят, и в соответствии с теми международными правовыми документами, когда мы приняли 12 марта 92 года Конституцию, Грузия, ее Верховный Совет и президент Грузии признали наше государство, соответственно, мы тоже признали их обратно, эту страну и эту республику. После этого, когда Советский Союз развалился, РСФСР, которая вышла из Советского Союза также, это была одна из республик Советского Союза, она начала вести такую политику, чтобы не дать народам, которые находятся в составе, скажем, СССР, чтобы не дать им возможность создать свое государство. С первого дня своего существования, после развала СССР, даже до него, под принципу разойтись, чтобы затем сойтись, они начали вести эту политику, и я буду сейчас говорить только о территории РСФСР, которая была тогда. Они начали вести эту политику и втягивать под себя, под свою власть эти новые государства, которым не было позволено, которые не смогли сделать и не удалось которым сделать, заявить о своем государстве, создать все атрибуты государства. Вот эти государства, их было в Российской Федерации было 16, так? Из этих 16 республик только одна наша республика, еще будучи в Советском Союзе, приняв все эти атрибуты и решения, и все, создала свое государство. Вот против этого государства первым и был нанесен удар после того, как власть РСФСР, Российской Федерации России, незаконно создала Российскую Федерацию России 31 марта 1992 года подписанием нового федеративного договора. Подписание произошло незаконно, потому что его подписали не решением этих народов,
не новая избранная власть в этой стране, а подписали еще те старые коммунисты, которые сидели еще в Советском Союзе и которые давно должны были уйти с этих постов, потому что статус их был изменен в Советском Союзе в апреле 90-го года. Так они в апреле 90-го года не ушли, потом в 91-м не ушли, и в 92-м они еще сидели, и они, эти бывшие коммунисты, эти имперцы, подписали незаконно так называемый федеративный договор, не позволив народам, которые есть в РСФСР, имеется в виду, создать свое государство, и назвали это Российской Федерацией России. На самом деле ситуация вот такая была, чтобы люди знали. После этого они этим не довольствовались, они решили пойти, потому что у них был план разойтись, чтобы сойтись. Имелось в виду создание, возвлечение под эту империю новую, все и бывшие из Союза и республик, я имею в виду и Балтийские, и Украина, и Закавказье, и Среднюю Азию, они все эти республики планировали ввести под свое, значит, начало, под себя. После того, как они, значит, совершили вот такое вот действие, они в октябре-декабре провели ряд таких вот военных действий внутри РСФСР, Российской Федерации России, и там, значит, расстреляли свой Верховный Совет, который препятствовал этому. Шло дело тому-то тогда, что как будто будет вот, значит, демократия, будет 500 дней, там еще такое, разговоры. В один момент это было все обрублено. И, значит, расстрелян Верховный Совет, убито до 6 тысяч человек. И принятие новой Конституции в декабре 1993 года, в которую они записали там, в общем, чуть ли не весь абсолютная власть принадлежит президенту Ельцину. Кроме этого, они совершили еще одно преступление, вписав нашу республику, которая еще до создания этой Российской Федерации России создал свое государство, создав ее, записав ее в свою конституцию как часть России. После этого началась вот эта вся акция по, значит, захвату территории бывших республик бывшего Советского Союза именно Российской Федерации, властью России. После того, как они, значит, в 91 году напали на нас, ввели свои войска, в 92 году они тоже ввели на нашу территорию войска, потом в 94 году они снова ввели войска в ноябре, и потом в 94 в декабре они снова ввели войска, и все эти 4, значит, агрессии были нашим народом и нашим государством, ну, в общем, противопоставлены, и войска их были выведены с нашей территории. Победа была практически за нами, с политической, военной и со всех сторон. Последняя 4-я агрессия началась 11 сентября 1994 года и длилась 2,5 года. И на нашей территории тогда было... 11 декабря. Да, декабря. И на нашей территории тогда вот 2,5 года длилась, и российская армия, которая там находилась, около 480 тысяч военнослужащих. Представьте себе, обладая всеми вооружениями, кроме атомного, они бомбили, убивали и расстреливали нас. Но наш народ встал и сказал, жизнь или смерть, так, и победил и в 4-й агрессии их. И тогда международное сообщество, я имею в виду ОБСЕ, их миссия была на нашей территории, и мы, значит, вывели эти их войска с территории нашего государства, и были проведены, обратите внимание, очередные выборы нашей власти. Значит, в январе 1997 года был избран президент, парламент и органы местного направления, и все структуры власти. Это были очередные выборы. Что самое важное, они были в соответствии нашей Конституции и нашими законами. И эти выборы были признаны
ОБСЕ. ОБСЕ – это представитель ОБСЕ, представитель тогда, их было 57 государств Европы, которые признали наши выборы состоявшимися и законными. То есть после этого, когда это все состоялось и было совершено, были подписаны разные договоры с Россией 12 мая 1997 года и другие разные соглашения, которые должны были говорить о том, что мы должны получить право, скажем, от остального мира признания нашего. Но Россия снова нас блокировала, нашу территорию. Она начала уже в июле 1999 года еще одну мощнейшую атаку. Изнеможенный наш чеченский народ, который потерял более четверти своего населения, которое убила эта российская армия и российская власть, вынуждена была уйти в подполье и вести партизанскую борьбу, и она ее вела, и до сих пор наше сопротивление не сломлено, мы ее ведем и на территории Чечении, и ведем здесь в зарубежье. И на территории Чечни, и здесь в зарубежье Россия продолжает и сегодня противодействовать нашим всем правовым, правильным, организованным с точки зрения международного права действиям, делая все для того, чтобы мы не могли оправдать или доказать, или, значит, деоккупировать территорию нашего государства. Ну вот в октябре 22 года Украина признала наше государство как оккупированное государство и осудила геноцид чеченского народа со стороны новой этой Российской империи. Вот такая ситуация сегодня складывается в целом, я хочу сказать. И мы должны думать о том, что если мы с этого международного права и нашей Конституции уходим, то мы становимся отщепенцами, те, которые против воли своего народа и будущего нашего народа. Здесь на Западе находятся разного рода деятели, которые ведут себя совершенно наглым образом. К сожалению, хотя им это 1000 раз было сказано, что так нельзя, они продолжают вести работу, выставляя себя властью, выставляя себя разного рода деятелями и пытаясь называть себя, что они говорят о Чеченской республике Ичкерия, его народа. Эту полномочия им наш народ не давал. Есть легитимная власть Чеченской республики Ичкерия, которая была образована в усеченной форме, правда, значит, члены, которые являются люди с полномочием от нашего народа, избраны нашим народом, и люди, которые избраны в парламент, в орган местного управления, и люди, которые назначены последним президентом. Все остальное, что вот говорится, кроме этого, вокруг этого вопроса, не имеет никакой правовой основы, и люди, которые заявляют себя таковыми, являются люди, которые фактически содействуют империи. И поэтому мы много раз говорили, вернитесь в конституционное поле, давайте работать в этом плане. Однако мы сопротивление в этом отношении получаем, видимо, по нескольким причинам, которые я назвал. Не понимая ситуацию, не желая это делать или оказаться под влиянием каких-то агентов влияния. Вот такая ситуация в смысле того, что произошло, происходит, а что нам нужно делать? Мы должны объединяться и на Западе, и, скажем, и дома, и во всем мире объединяться под лозунгом того, что наша территория должна быть, значит, освобождена, и из этой территории, на этой территории мы должны нашу легитимную власть, которая была избрана на очередных выборах в 1997 году в соответствии нашей Конституции, восстановлена. Никакие вопросы, которые рассматриваются здесь на Западе, говорят о том, что мы придем там то построим, мы придем это сделаем, мы там религиозное построим государство, мы там, значит, Горскую республику. Все эти разговоры как раз-таки на пользу нашему врагу, империи, врагу, который является не только нашим врагом, а врагом всех республик вышедших из бывшего Советского Союза, новых стран. Поэтому мы должны объединиться вокруг этого и думать, как нам этот вопрос решить вместе с международным сообществом.
Вот я на этом закончу, чтобы много не говорить. Это общее такое вот это, толкование, которое я хочу сказать вам. Если есть вопросы или выступления, пожалуйста, Аслан, продолжите. Да, Аят, спасибо, благодарю. Тут справедливый человек с ником задает вопрос. Откуда такая информация, что СССР распался, чтобы соединиться на новых условиях? Я про это нигде не слышал, кроме от Аслана и от вас. Аят. Откуда такая информация? Да-да, вернитесь в те года, к примеру, в те года, и послушайте то, что они говорили. Это открыто они говорили, и по телевидению, и президент заявлял об этом, Ельцин. И я свидетель тому, что это было, люди, которые тогда были, это знали. Никакой другой там информации, она не... Именно так было и сказано, и эта экспансия, которую они тогда уже в самом зародыше, как при развале СССР, они это сделали потому, что они незаконно столкнули со своей должности Горбачева, президент СССР, и Ельцин, который хотел стать вместо него, он не мог это сделать, потому что он был руководитель одной из союзов только республик. И когда это дело все вот так вот крутилось, наконец они пришли к выводу, что нам надо разойтись, чтобы затем сойтись. Вот так это было заявлено. И то, что вот мы видим дальше, что они делают, вот это военно-политическая, скажем, правовая, можно, если говорить, экспансия, которую ведет сегодняшний Кремль, об этом говорит. Если даже и они это и не говорили бы, это показывает, что они это делают сегодня. Они даже пошли дальше и заявляют, что они должны, мол, создать историческую Россию, имея в виду и западные страны, там имея Балтийские, там Польша и другие, которые были когда-то в России, они планируют их сюда втащить. Вот такая ситуация в этом 21 веке мы видим, которая нам навязывает остальному миру именно вот этот Кремль во главе с его руководством. Да, Баркалая, совершенно верно. И я бы немножко дополнил, вот, кроме нас с тобой, которых слышал «Справедливый человек», буквально несколько дней назад есть такой блогер, бывший КГБшник, швец его зовут. Да-да. И он я был удивлен, потому что раньше он этого не говорил. Я его так особо не смотрел, но вот не слышал ни разу от него. Он сказал, что при развале Советского Союза разойтись, чтобы сойти, вот тот термин, который ты используешь, ну, может, не дословно его сказал, но приблизительно восстановление империи. Он сказал, что это Андроповский план был, развалить Советский Союз для того, чтобы потом воссоздать уже не колхозную вот эту экономику, а рыночную экономику, и потом перейти в нее уже в империю. Может быть, это был, может быть, я не знаю, план КГБ. Если бы оставался Андропов, я не думаю, что он здесь как-то вот до конца прав, потому что если бы Андропов оставался, был бы жив, ему незачем было разваливать СССР. Это разваливать его нужно было только кому? Только Ельцину. Потому что когда ГГЧП было, они тогда взяли и, значит, 2 дня, когда народ столкнул вот этих ГГЧПистов, то есть победил их, то после этого Ельцин второй день вышел и сказал, что я с вами, с народом. А до этого где-то скрывался. Это все знают. И потом, когда он вышел на танк, залез, он, значит, объявил специальный указ, прочитал, номер 61, я как сейчас это помню, в котором он говорит, что все министерства и военные, в том числе силовые, подчиняются ему, который находится в Советском Союзе. То есть он как бы стал, значит, главой Советского Союза, если он вот это все себе подчинил. Вот это стало движущей такой неприязненной остальных республик. Если они разошлись, вышли из Советского Союза, то вновь они не хотели идти под новую империю. Вот это и было вот так вот.
Может быть, швец и говорил, но ситуация была именно такая. Для Андропова зачем это нужно было? Ему это не нужно было. Я так считаю. Ну, я полагаю, речь шла, что для самого КГБ, ведь Ельцин был марионеткой КГБ. Это же Ельцин, я не думаю, что действовал от своего имени. Знаю, этот вопрос другой. Я не знаю это. Я не знаю. Окей. Хорошо. Мгм. Так, если еще вопросы, можете задать вопросы, друзья. Так, у нас, конечно, как обычно, много людей, которые раскручивают нам канал. Сейчас нас смотрит 538 человек. Друзья, я вас прошу распространить ссылку на наш стрим в социальных сетях, везде, в WhatsApp, в Facebook, где в Telegram, где вам удобно, чтобы как можно больше привлечь людей, так как наш канал запрещен на территории фашистской России. Мы нежелательные люди, и поэтому помогайте доносить до людей правду фашистской России. Так, комментариев не вижу. Нету, да? Ну, Муса, давайте. так, Муса, хауи весь человек. Так, Муса, сейчас то-то тебя плохо слышно, Муса. Сейчас. Вот сейчас получше. Давай, пожалуйста, тебе слово. Ельцин коммунистическую партию распустил. Потом он КГБ, в общем, некоторых распустил. И потом он коммунистов заново взял, в общем, когда он утвердился конкретно. Этот я тоже все слышал по телевизору, передавали все это. В общем, и когда путч был, когда, в общем, этих Хасбулатов, в общем, потом генерала, который Хасбулатов рядом был, в общем, их арестовали, в общем, и танками, в общем, обстреляли всю эту, в общем, территорию. Здание вот это правительство тоже уж уничтожили. Вот все это я видел и слышал. Так что кто, в общем, молодые не могут знать об этом, потому что возраст не тот, и молодые уже в то время телевизор, наверное, не смотрели, в общем, поэтому все, у меня все. Баркал Муса, это был Муса Бамадгириев. Да, Баркал Муса, это был Муса Бамадгириев, сопредседатель, представитель Чеченской республики Ичкерия в Германии. Так, я сейчас даю слово Исе Ахмадову. Он тоже поднимает руку. Пожалуйста, Айса, включай микрофон, и вам слово. Муса, тебе лучше выключить свой микрофон, так будет удобно. Салам алейкум. Ва алейкум салам. Добрый вечер. Ва алейкум салам. Добрый вечер. Вопросы, которые сейчас поставлены, это глобальная политика. Самое главное, то, что сказал Ятидигов, это международное право, которое не работает. Почему? Вот сейчас в данное время мне пришлось много перелопатить документов. Мне очень понравилась фраза насчет Андропова, то, что тихие они делали переворот. Люди были готовы, но вот это то, что случилось, сделал Горбачев, фактически он сбил с этого ритма, и, как говорится, фашизм спас Ельцин. Так вот, самое важное, что получилось, международное право зародилось от Нюрнбергского процесса, на котором судили фашизм Гитлера, но не судили советский фашизм Сталина, который развязал вместе войну. Это отложили они. Там была вторая тема. Был нанесен ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки. Там выяснилась такая ситуация. Как можно было людей сжигать? Но выясняется, Япония являлась союзником гитлеровской Германии. Да. А Сталин был союзником Гитлера, которые потом они разругались. Это детали. Так вот, когда писали они приговор, который заключался ликвидировать верхушку эту
Сталин посматривал и видел, что на их месте должен быть он. Это другая эта тема, я как раз этим занимаюсь. И вот случилось следующее. Вопрос стал о формировке. Бережное право. Хотели судить там отдельно государстве, там кого-то везли. Выбрали город, в котором фашизм создался. В этом городе, Нюрнберге, они собрали всех этих обвиняемых. И больше всех, кто пострадал, это евреи. Составили текст. Англичане, евреи, французы спорили, как вести процесс. И вот самое главное, что случилось. Появилась формулировка. Это преступление против человечества, человечности. Но она не проходила. Потому что США, совершив ядерный удар, Советский Союз, совершив столько, уничтожив людей, то в составе Гитлера, то без Гитлера, он столько не убивал людей, что каждая нация может предъявить претензии к этому народу, который выполнял это все. И вот концовка какая получается. До сих пор формировка не принята. И когда мы говорим о международном праве, если у нас не будет предложения самих, мы жертвы фашизма, мы жертвы русского мира, советского фашизма. Мы должны ООН представить эту формировку. Я как ее представлял? Дело в том, что в самом начале, когда я начал искать союзников в данном тексте, я нашел такую фирму, называется НОТ, Народно-освободительное движение. Я начал изучать, что это такое. Создатель КГБ. Там была резолюция «Борьба с международным терроризмом». Абстрактная. Так я был так удивлен, когда вот эта фраза «международным терроризмом» появилась. Они скобки заполнили, там не было скобок, они просто заполнили подразумеваемые жертва и преступник. Они ставили туда, что они жертвы, а мы, кого не уничтожаем, преступники. И вот в данный момент, о чем сейчас я хотел самое главное сказать. Сейчас Ахмед, Аслан, вот мы сейчас о чем-то говорим, те, кто нас слушает, Да. мы хорошо понимаем, если мы сейчас сможем это сделать, потому что, во-первых, Украина нас признали, что было геноцид, депортации. Осталось только нам просто взять спокойно, вынести это предложение через государство, члена ООН Украины. Вот вместе с ними, я раньше говорил, сейчас, то, что я сейчас говорю, это международное право, которое сильно больно, оно не в состоянии о себе говорить, если мы, жертвы, о нем не скажем. Спасибо. Баркал, Иса, Иса, ты, можно я один вопрос задам, Иса? Ты сказал про НОТ. НОТ – это единственная организация, политическая сила в России, которая является не симулякром, которая не является симулякром. Это единственное. Все остальное там, на мой взгляд, по моим наблюдениям, это единственное не симулякр. Это абсолютно сумасшедшая идея, абсолютно безбашенная идея, которую они обсуждают. И вот ты говоришь про НОТ, здесь еще есть у нас среди чеченцев тоже есть такой НОТ. Скажи, пожалуйста, когда и где, в каком году, в каких документах ты это видел, чтобы понять? Это путинская, чисто путинская, ну, ФСБшная. Федоров у них один из координаторов, и их много таких. Создавали этот НОТ Крючков, это представитель КГБ. Составляют, после этого подключились уже молодежь, как говорится, КГБшная. И самое важное, то, что НОТ означает следующее. Все эти, те, кто были главами Совета Безопасности, это, как их называют, председатель КГБ, ФСБ, 27 человек. Они оттуда все.
просто красиво говоря, они размножили закон по всему миру. И они говорят, свободу народам. Вот послушайте внимательно, о чем они говорят. Свободу народа. Вот сейчас то же самое в Украине. Освободить нам народ. Ну сейчас какой? Советский народ, российский народ. Просто они применили самые желаемые слова, которые мы хотим услышать. Они их говорят, а потом превращают нас в то, что когда вспомнишь недавно, там Микеле поет там песни «Русский народ», я сюда, потом говорит, я русский, я полностью русский. Чеченская национальность. Вот эти движения есть, вот оттуда это все идет. Я документы сброшу. Да, я как раз хотел тебя попросить, все, что у тебя будет, скинь, пожалуйста, мне. Я тоже хотел бы ознакомиться. Баркал, Айсадери свой. Аят, Да. если есть вопросы, задавайте вопросы Аяду. Если нет, Аят, то пока вопросов не вижу. Что бы ты сказал бы? Что у тебя есть нам сказать, Аят? Но мы можем говорить о том, что происходит здесь на Западе. Вот многие вот эти наши так называемые общественные организации, они создают эти общественные организации с претензией на, скажем, то, что они власть, что они вот эту представляют чеченский народ. Они не имея это права, это делают. В то время как существует легитимная власть в лице президиума правительства. Когда им это говоришь, они значит, не воспринимают, потому что это, с моей точки зрения, дилетантство, или это попытка, значит, подыграть нашему врагу. Одно из двух. Во-вторых, когда мы говорим о том, что нам нужно здесь вот объединиться, БЭРТ, все такое говорят здесь. Ну хорошо, объединиться, БЭРТ надо, но кто должен объединиться? Объединиться должны наши граждане, которые находятся на Западе, и они должны проводить политику, значит, сохранения нашего государственности, легитимной ее базы, и по поводу, значит, восстановления там легитимной власти после ее деоккупации. Это тоже только на словах мы слышим, и многие из этих людей, вот, к примеру, взять вот эту лондонскую команду или взять там других, они там одно время заявляли, принимали документы, чтобы знали люди, они принимали документы в 2001, 2002, 2003 годах, 2004 годах, потом еще в 2007 годах принимали документы о том, что наша территория, Чеченская республика Ичкерия, является частью России. То есть они принимали документы в соответствии с тем законом, Конституцией, который в свое время в 1993 году принимал Ельцин, как будто мы часть России. Они это или зная, или не зная, или специально, видимо, по указке или по наводке Кремля делают. Это нельзя делать, это тоже. Им это тоже было много раз сказано. Я думаю, что сами люди, которые это не понимают, они должны задуматься над этим. Я имею в виду наших людей, наших граждан, которые, какой бы они национальности не были, они должны понимать, что это нельзя делать. И нельзя, значит, утверждать, что нашей власти совершенно нет. Когда они говорят, что нашей власти нет, значит, у нас больше нет ни основы, и они говорят, нет нашей власти, и мы пойдем туда, построим новое государство. Это тоже смешные вещи, которые нельзя делать и говорить нельзя, понимаете? Это тоже демонстрирует остальному миру и политикам, что люди не понимают, о чем они говорят, или они действительно вторят тем самым, осознавая этому Кремлю нынешнему. Поэтому, где бы они ни находились, здесь ли, в Европе, или дома, или в Украине, где бы они ни были, если они эту политику будут проводить, то они должны понимать, что разумные люди, которые понимают политику, понимают право, понимают что такое наша Конституция, они это прекрасно понимают, хотя и не говорят, и не стараются говорить. Я вот с многими людьми разговариваю, они говорят,
Но почему они вот говорят вот так, а тот говорит так, так, так и так? Ну, они по этим причинам, которые я сказал выше, и они этим занимаются. Поэтому я хотел бы сказать, что этим организациям, которые создают вот эти общественные организации, они должны объединиться вокруг того, все эти общественные организации, Мгм. что они должны поддержать существующий, действующий президиум правительства РЕ, который является органом нашей власти, лисьей власти. И против этого кто выступает? Однозначно, это не наши люди, по крайней мере, если даже они обманулись, есть время еще от этого отказаться и понять, что нам нужно действовать совместно, и мы должны здесь на Западе и в другом во всем мире делать все для того, чтобы нашу линию, которая была та, чтобы создать свое государство, и которая была реализована, от нее не отказываться. А откажется, то вы там, кто-то откажется здесь на Западе, это никакую роль не играет, в принципе, никакую роль не играет. Но в то же время, с политической точки зрения, с точки зрения морали, нравственности и с точки зрения того, что мы не хотим проливать кровь, мы хотим жить мирно с другими государствами, мы хотим, значит, создать, если нам удастся, когда вернемся, планировали еще при президенте первом создать Кавказский дом, такую конфедерацию, в составе которой были бы все Кавказские республики, закавказские, так называемые закавказские, таких нету, ну, Кавказской республики, и даже Краснодарский край, Волгоградская область, там еще такое. Вот такие были планы у нас. И тогда над этим мы работали. Нам необходимо, если эта Россия, которая сегодня есть, она будет разваливаться, или она будет меняться, как-то вот, трансформироваться, или другие там власти придут, то это один вопрос. Если этого не будет, эти народы, которые находятся сегодня в составе Российской Федерации, они незаконно втянуты без спроса этих народов в эту Российскую империю новую. А те, которые из наших людей, которые сегодня вот многие годы на Западе, они ведут определенную усиленную работу для того, чтобы сказать, что нашей власти нет. Этим занимаются эти, я не буду их называть, вот эти все организации. Этим называется. Они на личностном фронте или личные дела свои вперед толкают, этим занимаются. Это очень вредно. Мы знаем, мы, конечно, много раз писали, говорили о них. Эти имена есть, они сейчас этим занимаются и отрицают существование нашей власти, которая была создана нашим народом. И для того, чтобы там себя выпячивать вперед, то есть у них такие амбиции, которые, видимо, подкрепляются нашими врагами, и они думают, что они кого-то там обманут. Нет, никого вы не обманете. Вернитесь в конституционное поле, давайте вместе работать, поддерживайте легитимную нашу власть, и мы сможем тогда двигаться более успешно здесь, на Западе и Европе. Надо строго действовать в рамках нашей Конституции и декларации, которую принял наш народ в 90-м году, 25 ноября. Так что вот этот вопрос нужно обсуждать, нужно об этом думать. И если кто там говорит, что это не так, давайте ставьте вопросы, мы вам разъясним все. Все, что они говорят, не имеет никакой правовой основы, не имея, они занимаются этим. Они придумывают все, что угодно, а это неприемлемо в современном международном праве. Вот что я хотел бы сказать еще дополнительно. Баркал, Аят, Баркал, спасибо. Так. Друзья, если есть вопросы, пишите вопросы, ставьте лайки, ну, если и распространяйте ссылку на наш стрим. Ну, если нет, тогда надо прекращать. Вы уже 30 минут говорили, я еще с вами говорил, наверное, столько же больше. Да, но сейчас люди заходят, смотрят. Сейчас Заходят, да? 59 человек нас смотрят. А. Да.
И, конечно же, как мы понимаем, нас смотрят в основном чеченцы, и чеченцы находятся в заложниках, их родственники находятся в заложниках, поэтому комментарии пишут не все. Но я попрошу, если есть у кого вопросы, задавайте, не стесняйтесь, не бойтесь. Если есть кто-то в телеграм-канале хочет принять участие, Георгий, если вы хотите, мы можем вам предоставить слово, если хотите сказать по сегодняшней нашей теме что-нибудь. Так, Георгий поднял руку. Сейчас включайте ваш микрофон, Георгий, и мы приветствуем вас. Георгий, включите у себя микрофон, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Слышать вас очень приятно. Взаимно. Что нас смотрят и слушают многие. Я единственное хотел отдать для нас. Не слышно, обрывается. Георгий из Тбилиси говорит, да? Сейчас слышно? Вот сейчас, да, вас слышно. Сейчас Вы слышно? из Тбилиси, Георгий? Вы из Тбилиси сейчас звоните? Говорите? Да, из Тбилиси. Так, пожалуйста. Добрый вечер еще Здравствуйте. раз. Здравствуйте еще раз. Мы бы хотели для слушателей просто повторить и поддержать, что правовой принцип государства – это основа демократического общества. И сегодня только правовые вопросы решают основные дилеммы всех государств. Я хотел бы это напомнить нашим слушателям, чтобы они понимали, насколько вы на правильном пути. То есть борьба на правовых основах – это самый правильный путь. Ведь мы тоже строим демократическое, суверенное государство вместе с вами. Это одно, и добавок. Мы всегда хотим поднять планку значимости объединения кавказских государств. Потому что кроме признания Грузии и Ичкерии с 13 марта 1902 года взаимного признания государственности суверенитета, в этом уже примут участие и все остальные государства. Мы поэтому хотим, чтобы государства Кавказа, которые чувствуют себя незаконно втянутые в Российскую Федерацию, почувствовали, что у них есть сила. Это сила – наше единство и сотрудничество. Большое спасибо, не буду больше задерживать эфир. Спасибо. Приятно слушать. Полностью с вами согласны, Георгий, абсолютно так. И давайте организовываться, давайте вместе подтягивать чеченскую, грузинскую, другую молодежь тоже, которая у нас есть в Кавказский дом, кто входит. Обеими руками за. Спасибо. Так, кто еще хотел бы задать вопрос или же прокомментировать то, что было, то, что вы услышали? Так, сила в единстве. Сила. Ну, у нас тут сила в единстве и Ясир Арафатке. Короче, ФСБ. Сразу понятно. Ну, было бы странно, если бы Ясир Арафатка без ФСБ все это было. Так, если больше нет вопросов, если у вас больше нечего сказать, нас сейчас смотрит 779 человек. Да. Людям интересно, но если
Давайте, я вам задам тоже вопрос. Вот Дальше. в складывающейся обстановке, потому что людям интересно, люди хотят слышать, о чем ты говоришь. Давай. Ну вот сейчас ситуация разворачивается, вы избрали, ну якобы избрали снова президента Путина. И как вы считаете, Аят, как будут развиваться события? Возможно ли на России революционные движения? Возможно ли, что украинская армия, например, будет заходить на территорию? Ну, вот на ваш взгляд, на твой взгляд, как ты думаешь? Ну вот, Как будут развиваться события? это избрали, это можно сказать в кавычках, Да, да. потому что уже сколько лет, уже 20 с лишним лет избирают и постоянно сидят одни и те же значит, люди управляют этой страной, а народ в этой стране находится под пятой этой империи. И когда они развалили этот Советский Союз, они его разваливали, как мы видим, не для того, чтобы дать свободу этим народам, а для того, чтобы их снова закабалить. Вот чем они занимаются. А сама имперская вот эта суть, которую вот они говорят, вот они, когда пошли войной на Чеченскую республику, тогда Ичкерия, то они заявили, что мы наведение конституционного порядка в России на территории Чечни. То есть они как будто бы не войной шли, а там какой-то порядок наводить внутри этого. Также они напали и на Грузию, тоже придумали там какую-то формулировку, что там какие-то там территории, мол, это все мы там и напали, тоже эту войну они тоже развязали. Они там тогда придумали вот эту конфедерацию народов Кавказа, тогда была она, Да-да. который возглавлял одно время Шанибов, потом Асламбек, наш там был Юсуф Асламбеков. И они тоже потом выяснилось, что это организации, эти российские спецслужбы их организовывали. А сегодня открыто вот это все идет. Люди, которые там находятся сейчас, они находятся под большим таким давлением, мы же знаем, по всей России это. Жалуются и якуты, и буряты, и тувинцы. Я вот читаю, смотрю там и другие. Они очень жалуются, у них, особенно вот этой национальной республики, гибнут там. Они бросают их как мясо, как говорится, пушечное в Украину. Их там убивают, они гибнут там. И в то же время они гибнут не за интересы своего народа, а за интересы развития империи. Это как раз есть та ошибка, которая может очень печально быть для самих этих народов. Поэтому если бы им удалось бы еще сейчас или как-то противодействовать этому состоянию, было бы одно, но все равно без международного, так сказать, давления, вмешательства, здесь трудно сейчас сказать о том, что сейчас Россия как-то, мол, развалится или ее развалит. Она пока еще держится, потому что у них есть вот это военное атомное оружие, которым они, значит, размахивают всех, пугают, пытаются, да. И Запад поэтому не желает, насколько нам ясно, не желает там ее, эту власть, не то, что эту власть, эту Россию разваливать, хотя многие говорят, надо ее развалить. Было бы хорошо ее развалить, но что делать с этим атомным оружием? Вот что вопрос. У них же атомное этого оружия и все этого больше, чем и у Америки. Мы же знаем это. Ну, по крайней мере, мы не считали, но, по крайней мере, такие данные мы имеем. И они, сидя на этих, вот, скажем, атомных бомбах, просто давят на эти республики, да на весь мир, и говорят, что мы вот не дадим вам никакой, давайте Украину под нас, давайте другие республики под нас. Вот сейчас Георгий правильно сказал, да, мы должны действовать только с точки зрения современного права, и если только на этой основе мы не будем действовать, других путей, которые могли бы
нам дать возможность разговаривать даже в мире, да, нету. Потому что этот путь принят не в 1948 году. И на этой основе мы должны действовать сейчас. А то, что сделает Россия, изменится она или нет, это трудно сказать сейчас. Если бы она трансформировалась, изменилась бы. Ведь когда Путин пришел к власти, он там какие только вещи не говорил. Демократия, она должна быть свободной, и все это должно быть то-то, то-то, я за то, за то. То есть такие вещи говорили, не всегда вначале говорят это, а потом, когда войдут во вкус, начинают те же самые дела делать. Посмотрите, по всем регионам России это все происходит. Теперь вот здесь я вот вижу, ну, в общем, читаю везде и слышу, что вот есть люди, которые там, вот сейчас выборы проходили, и какие-то там люди, даже чеченцы где-то там, вот мы заголосовали, мы за Путина голосовали, и прямо оттуда уходят и демонстрируют это. Когда мы смотрим на них, мы думаем, насколько жалок этот человек, как он может говорить. Ведь эти люди, эта власть, которую они поддерживают, она же убивала наших людей. И не только в эти годы. Мы должны помнить, что в 1700 году, когда Петр I нападал на нашу территорию, которая была вплоть до Каспийского моря, это известно всем, так, то тогда нас было более 2 миллионов человек. А где 1852 к этому году нас осталось где-то 114 тысяч. Представьте себе, за 100 лет оно не увеличилось, оно должно в 2 миллиона было увеличиться, можно должны мы стать 5 миллионов, может быть, 10, я не знаю сколько, так? Потому как у нас рождаемость высокая, а она до этого уровня довели нас. 6 раз ссылали наш народ, 6 раз ссылали. И это все дело Россия, власть России. И вот эти вещи, когда говорят вот эти молодые молодчики, которые вот здесь говорят нам, они заблуждаются. Они в конечном итоге могут с этим сами столкнуться. Попробуйте, посмотрите. Сегодня они говорят, вот вы, чеченцы, нас защищаете и все такое. Нет, это все не то. Необходимо, мы готовы были тогда еще, когда там Горбачев говорил, что вот мы создадим там Союз Советских Суверенных Республик, не Союз Советских Социалистических Республик. Тогда даже наши пытались там еще прежняя власть подписать этот новый союзный договор, они же это все сорвали сами. Теперь, когда развалился Советский Союз, и эта новая вот эта империя беззастенчиво, ничего не стесняясь, прямо вот выступает и говорит. Если по религиозной основе, смотрите, Путин что заявлял. Если надо, я буду с Аллахом воевать, надо их в туалете мочить, если достанем, и такое-сякое. То есть это не трактовка, и не голос, и не, скажем, не речь руководителя страны. Поэтому мы должны понимать, что мы видим в этом лице вот этой власти, которая есть сегодня в России, что она совсем потеряла голову, разум у них помутнился. Что они делают, чего они хотят, зачем им нужна Украина, зачем у них территорию больше, чем у любой страны в мире 2 раза. Они ее, значит, хотят там на Дальнем Востоке, Китаю раздают, там еще кому-то раздают, отдают больше, чем до нашей территории. Во много раз они эти территории раздают на Дальнем Востоке и на Среднем там Востоке, около Байкала раздают. А что это? Это все связано с тем, что эта власть не может обеспечить благополучие этого народа, скажем, народов, которые есть в Российской Федерации, не может его благополучие обеспечить. А чтобы обеспечить его благополучие, необходимо было дать свободу этим народам, этим людям. Этого нет, мы с вами видим. Они их или покупают, или заставляют насильно идти воевать. Если бы они прекратили войну, как вот ты вопрос задаешь, и перестали бы это делать, и изменились бы, это было бы правильно, с моей точки зрения, это было бы верно. Может быть,
они образумятся, мы говорим. Но пока что я этого не вижу. Мне кажется, что это просто мечты наши. Обмануть не надо. Имея старый опыт в отношении них, они никогда на эти дела не шли. Сейчас могут ли они пойти на этом? Вряд ли. Мне кажется так. И сегодня вот то, что украинский народ ведет вот эту войну против оккупации своей страны, и успешно его идет, и то, что помогает ему остальные, скажем, государства мира, это правильно ход, с одной стороны, хотя недостаточно говорят того-то, 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 они тоже делают все, что делать могут делать, и это очень много, но это недостаточно, как мы понимаем сейчас из тех разговоров, которые ведутся. То есть иначе не получается. Наша страна, наша республика и добровольцы, чеченцы из Чеченской республики, которые там воюют, это люди действительно герои, и мы их должны поддерживать. Но среди них тоже есть какие-то разногласия. И эти разногласия связаны с тем, что у них недостаточно информации, нет понятия того, что наше государство как образовало, что это такое, что нам нужно делать. Вот здесь эти вопросы надо решать, и над этим мы должны с вами трудиться, чтобы людям разъяснить все это. Все, Да, совершенно верно. Да, политического опыта некоторым не хватает. да. Аят, а что сделать, чтобы их объединить? Если эти ребята, например, когда мы столько говорим, я, например, все время рассказываю, ты об этом говоришь, мы все призываем, все знают, и тебя знают, и президиуме людей знают. Если эти люди не хотят с нами коммуницировать, если эти люди верят той пропаганде, которую ведет та группа самозванцев, которые называют себя законной властью. И Украина им способствует, вот этим самозванцам. Но здесь Это вот вопрос, вещий факт. да-да. Да, ты прав. Я не думаю, что они верят той пропаганде, которую ведет вот заказчик компания. Нет, они не верят им. Они просто пренебрегают, насколько я знаю, этими ихними поучениями и какие-то там, может быть, дела, связанные между собой, что-то там пытаются решить, может быть. Но они же являются, все эти беженцы, то есть наши добровольцы, они фактически являются добровольцами, и вместе по команде Украины они действуют. Все те, которые там есть, они по-другому не могут действовать, Да. самостоятельно они не могут действовать. Мы это должны понимать, но есть проблемы, которые там не решаются, и признав нашу республику, что она оккупирована, сегодня власть Украины не дает еще конкретный ответ. Кого она имеет в виду в смысле признания? Просто так признали, а дальше они не могут дальше идти. Может быть, здесь какие-то действия со стороны других государств мира, понимаете, той же Америки, той же Запада, которые как-то иначе относятся к этому вопросу, они осторожничают в Украине. Мы эти же письма, эти разговоры мы вели и обсуждали и с Балтийскими республиками, странами, и с Польшей, им всем засылали вот на их языке эти письма, говорили, пытались их как-то вот, значит, тоже, чтобы они признали наше государство в такой форме, для того, чтобы мы дальше могли действовать, признание наше, что было бы. Это для нас чрезвычайно важно, потому что решение, вот мы говорим о том, что почему вот Советский Союз признал вот балтийские государства. Помните, мы говорили? Дело в том, что эти балтийские государства, которые были после Второй мировой войны захвачены Советским Союзом, ООН своими решениями они не признали вот захват этих республик, этих территорий. То есть решение ООН, решение, значит, международных правовых там документов, которые есть, которые говорят о том, что это незаконно, это очень важно. Да, это трудно нужно пробивать, это трудно делать, но это должна быть усиленная работа, которая дает возможность в целом это решить. Вот мы видим там, вот как другие вот новые страны, которые появились в Азии там, и в Африке,
тоже они годами работали здесь. Я видел их тоже, знаком был с ними, которые принимали специальные какие-то решения. Они выходили здесь и в Женеве, и в Страсбурге, и в Бельгии, там у Европарламента размещали свои там палатки. Они нанимали каких-то там людей, специалистов, которые понимали в международном праве. Они работали, имея даже вот это решение, которое было на международном уровне. Нам это международное уровень решение тоже нужно, поэтому мы должны с этим бороться и должны объединяться под это. Так просто это не будет, к сожалению. Было бы здорово и хорошо. Нас, собственно говоря, незаконно и остальной мир покинул, как говорится, наше решение, и пока они содействуют нам. Сегодня наша страна должна быть освобождена, и Украина тоже должна, как и Грузия, и другие республики, я имею в виду Молдову и Беларусь, они должны быть освобождены, и там должна быть народная власть и восстановлена легитимная власть. Так что вот такая ситуация с Россией. Как она изменится, нет, мы пока не можем с вами говорить. Время покажет это. Здесь Киртукас говорит, пишет комментарий, представители других государств не слишком осведомлены о нашей ситуации, видимо, вы между собой должны разобраться. Аят, если исходить из этой логики, то почему Ахмед Закаева, Украина принимает, Буданов Кирилл, например, берет у него фейковую медальку и дарит Зеленскому? Это же, Буданов не может этого не знать, это может простой какой-нибудь житель не знать. Мы говорим, пишем документы. Что ты скажешь по этому поводу? Когда это тот человек, который это говорит, да? Киртукас, это с Литвы. С Литвы. Между собой. Так вы разберитесь тоже между собой, в Литве тоже. У вас столько там разных движений, я много раз бывал в Литве, очень много раз, знаю, да, у вас тоже там очень много, так что вы эти разговоры не видите в отношениях. Это политическое противостояние, которое есть не только у нас, и во всем мире. А мы там с собой разбираемся, наш народ разобрался, и в 90-м году принял декларацию, это был референдум наш, и было наше государство. А то, что сейчас под воздействием Кремля вот это все вот так вот продвигается, как оно есть и в Литве сегодня, и в других республиках. Я в этом не сомневаюсь, я даже знаю некоторые вещи, а раньше тем более я знал. Так что это такая вот практика, как говорится, Кремля, которая ведет вот это раздрай повсюду. Поэтому мы опираемся на те решения, которые в рамках международного права. Да, люди не знают этого, многие не знают. Но мы ведем эту работу, насколько у нас хватает сил, насколько вот оно возможно, и разъясняем. Из того, что мы сейчас сказали, если вы поняли, пожалуйста, распространите это другим, распространите эту кассету, это видео. Если есть вопросы, давайте. А такие советы нам давать, это равносильно тому, сказать, что у вас все хорошо. Даже внутри самих государств масса разных точек зрения. И даже оккупированных даже, да. Да. Так что вот так я могу ответить этому человеку. Спасибо, спасибо. Я думаю, на это можно заканчивать наш стрим, мы уже 93 минуты. Как желаешь, так и сделай. Если нет вопросов. Да, вопросов немного, и наши эти хейтеры тут, как обычно, они на зарплате, им тоже надо семью кормить. Понимаем, да? Ну и заодно... Да. Хорошо. Все. Да, тогда на этом наш сегодняшний стрим заканчивается. Следующий стрим, наверное, мы проведем уже на чеченском, потому что в прошлый раз в субботу мы не провели. В субботу время мы скажем, ориентировочно это будет как стабильно. С Рамаданом мы несли, в связи с месяцем Рамадана мы внесли немножко изменения, а так 8 часов, 20 часов по среднеевропейскому времени, центральноевропейскому времени у нас будет очередной стрим информационно-аналитического центра Президиума правительства. Спасибо всем, кто смотрит, всем, кто поддерживает. Адикюэль Машуэль. До свидания. Бархал всем. Спасибо. Адикюэль Машуэль.